Новым этапом развития для НКО и волонтерских организаций могут стать поправки Конституции России в этом году, если, конечно, они будут приняты. Голосование стартует 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Обсудим новации вместе с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Республике Башкортостан Виталием Брыкиным. Виталий Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Согласны ли вы с мнением, что это действительно новый этап развития? И как вы понимаете, почему нужны поправки в Конституцию России, в основной закон страны относительно НКО и волонтерских организаций? Поправки коснутся всех, и, безусловно, один из элементов является некоммерческие организации, которые нужно поддержать, повысить их значимость, повысить их роль в гражданском обществе. Поэтому, когда мы говорим о поправках для НКО, мы говорим о неком новом витке развития, новом векторе развития, и это, естественно, очень важно. Потому что сейчас мы понимаем, что многие некоммерческие организации, они держатся на энтузиазме конкретных людей, на энтузиазме общественников, добровольцев, волонтеров, как у нас сейчас принято называть. Последняя вот ситуация с пандемией, когда НКО и различные волонтерские организации вышли на такой, передовой план, на передовую, можно сказать, когда они помогали пожилым людям, когда они помогали многодетным семьям, которые находились в самоизоляции. Это показало ту роль НКО, которая она реально в жизни общества оказывается, и ту важность для государства, которую делают эти НКО. Как может трансформироваться роль НКО и волонтерских организаций после того, если будут, конечно, поправки приняты? Ну, нельзя сказать, что до этого НКО не оказывалась поддержка. Были и президентские гранты, была другая поддержка, но сейчас это выходит в рамках основного закона, и сейчас уже правительство, в обязанность правительства входит как раз поддержка. То есть это уже как некое партнерство. Это уже не скорее не диалог, как это раньше было, диалог общества и власти, да, а это партнерское такое взаимодействие. И в этом смысле, конечно же, НКО уже является социальным партнером государства. Ну и в конечном счете от такого партнерства выигрывают те, кто получает эти услуги. Как у нас в Башкортостане развивается это направление? Можете рассказать? Все-таки ОНФ регулирует в том числе эту отрасль. Да, дело в том, что у нас есть ряд партнерских организаций, с которыми мы взаимодействуем. Ну, в частности, там, это Уфимский хоспис, это организации, которые помогают непосредственно больным детям, больным пожилым людям. То есть мы с ними в контакте, мы постоянно с ними взаимодействуем, мы помогаем, насколько это возможно. Мы входим в единый проект в период коронавируса, это «Мы вместе», в который уходят, кстати сказать, и волонтеры-медики, которые оказывают непосредственную помощь пожилым. Ну, то есть мы создали некий пул таких общественных организаций некоммерческих, которые, ну, скажем, в едином проекте мы вместе работаем и, скажем так, ту роль, которую общество от нас требует, мы выполняем, по сути. Угу. Хорошо, это понятно. Вот, допустим, в конце прошлого года мы знаем, что 55 НКО, некоммерческих организаций, получили порядка 65 миллионов рублей от президента России. На какие проекты направляются эти деньги? Чаще всего? Прежде всего, это социальный проект. Мы сейчас, когда говорим о президентских грантах, это прежде всего социальные проекты, связанные, опять же, с помощью детям, помощью развитию просветительской какой-то деятельностью. То есть мы говорим о развитии общества именно вот в направлении некой социальной ориентированности. Я сейчас просто не буду говорить конкретно организации, которые получили, но мы понимаем, что прежде всего речь идет о социальных проектах. То есть наиболее важные социальные проекты в республике, они оказались в поле деятельности как раз вот этих президентских грантов. Когда вы узнали, что в Конституцию предлагается принять поправки относительно НКО, какой была ваша реакция? Ну, и, безусловно, положительная, потому что, как я уже сказал, это повышает значимость и роль НКО в жизни общества и формировании дальнейшего развития общества. Ваши коллеги, обсуждали ли вы с ними эту новость? Да, ну у нас получилась ситуация, когда это произошло в период самоизоляции, поэтому обсуждение проходило, скажем так, в некотором в онлайн-режиме, да, но, безусловно, мы это обсуждали, безусловно, эти поправки мы понимали, что необходимо принять.
Ну, естественно, что все наши активисты и коллеги придут на участки и проголосуют за поправки. Ну, есть такое мнение, что если поправки будут приняты, то это накладывает определенную ответственность на работников НКО. Согласны ли вы с этой точкой зрения? И в целом, вот кто работает, насколько ответственные люди в этой сфере? Ну вот смотрите, естественно, если государство оказывает помощь какую-то, да, то руководители НКО, они несут дополнительную ответственность. Не получается так, что государство вливает определенные средства в некоммерческие организации и, соответственно, это уходит в какой-то в песок. Да? То есть государство должно видеть отдачу от каждой некоммерческой организации, которые получили там эти гранты или какие-то другие, какую-то другую помощь. Поэтому, безусловно, ответственность некоммерческой организации, она возрастает. То есть и сейчас она тоже есть. Нельзя сказать, что гранты и прочие какие-то элементы помощи, они такие, вы знаете, скажем так, не несут какой-то ответственности или по ним нет какой-то вот отработки. Да? То есть все равно по каждому гранту есть, ну, скажем так, обязательства, которые на себя НКО взяла в рамках, опять же, какого-то конкретного социального проекта. Ну, вообще НКО – это же добровольцы в основном. Да, но это общественная организация. Когда мы говорим про НКО, мы говорим про общественные организации, про добровольцев, про волонтеров. Но мы понимаем, что это не способ зарабатывать денег, это не способ. Главной целью НКО является как раз отработка определенных социальных задач, отработка каких-то со стороны общества потребностей общества. То есть и участие в жизни общества. То есть мы говорим о том, что вот когда мы говорим об НКО и о роли некоммерческой организации в развитии, мы понимаем, что это и участие в управлении государством. Мы говорим о том, что вот социальная сфера, которая, опять же, у нас социальная нагрузка, она и так или иначе ложится на плечи государства. Но в данном случае партнерские организации как раз берут и подставляют плечо государству, подставляют плечо целом стране для того, чтобы общество развивалось. Какие проекты сейчас ведет ОНФ? Наиболее крупные можете назвать? Наиболее крупные проекты – это совместный проект с волонтерами, медиками. Это проект «Мы вместе». Мы уже 3 месяца по нему работаем. В рамках этого проекта мы оказываем как бесплатную помощь пожилым людям, нуждающимся, имеется в виду тех людей, которые находятся в самом низу, таком в плане социальном, потому что мы оказываем помощь тем людям, которые имеют пенсию 8-9 тысяч. Кто нуждается в помощи и поддержке. Кто нуждается в реальной помощи. Угу. Нам в рамках этого проекта раздавались продуктовые наборы. В рамках проекта «Мы вместе» оказывалась помощь пожилым людям на дому, покупались продукты. Это не безвозмездная в данном случае помощь, покупались продукты на деньги самих заявителей. Это была такая бесплатная, фактически бесплатная доставка продуктов людям, которые находятся на самоизоляции. Этот проект у нас длится уже вот 3-й месяц. Ну, пока у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, около 3000 мы пенсионеров обслужили, то есть 3000 пенсионерам мы оказали помощь, и, соответственно, проект пока продолжается. Да. Хорошо. Заканчивая наш разговор, Виталий Федорович, проговорите, пожалуйста, с какими мыслями должны люди идти, что они должны знать о поправках в Конституции России относительно НКО? НКО – это организация, которая помогает всем людям. Может возникнуть ситуация, что помощь потребуется знакомым, родне, близким, и НКО придет на помощь. Соответственно, если эта поддержка уже гарантирована государством и основным законом, соответственно, эта помощь гарантирована уже конкретным гражданам. То есть поэтому других вариантов, кроме, есть, конечно, социальные службы, но еще вот других вариантов в плане общественной поддержки нету. То есть мы говорим о том, что НКО, оно помогает, оно реализует потребности общества, оно помогает обществу.
Ну и как раз ситуация с коронавирусом это Как раз это проявилось. показало. На самом-то деле коронавирус, он проявил ту роль волонтерства, которая в обществе есть. То есть он вообще показал, что волонтеры существуют. Вот я как пример приведу. У нас были организации, которые предоставили автомобили, и предоставили они это все безвозмездно. То есть не то, что там они какую-то выгоду от этого имели или какие-то другие преференции, но они просто добровольно предоставили автомобили, и это автомобили 2 месяца развозили продукты. То есть мы говорим о том, что вот роль волонтерства. То есть вот это все проявилось в эпоху пандемии. Спасибо большое, Виталий Федорович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня в эфире Башкирского спутникового телевидения был руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виталий Брыкин.